Кремле заговорили о прямом контакте Путина и Зеленского, Трамп поддержал Москву, а Германия отправляет сигнал России. О чем речь? В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Трамп заявляет, Зеленский осознает, что потерял Крым. Каков ответ Киева и какого масштаба конфликт между Банковой и Белым домом? Западная пресса раскрывает детали. Уитков, Путин. Встреча номер 4. С каким посланием спецпосланник возвращается к Трампу, когда Зеленский и Путин встретятся тет-а-тет? В одном из американских штатов масштабная стерилизация, в Казахстане невероятный рост цен на продукты, сравним показатели, а Берлин предупреждает Москву. Обзор важных событий. Друзья, всем доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных важных событиях прямо сейчас начинаем. Крым не вернется в состав Украины. Америка продолжает закидывать информационное пространство подобным месседжем. Ньюсмейкер Трамп в интервью Times он заявил, что Путин предпочел бы захватить всю Украину, но не сделает этого лишь из-за отношения к республиканцу. К тому же Вашингтон близок к сделке, уже как мантру повторяет американский президент. Он также с легкостью распоряжается чужой территорией. Говорит, Крым останется с Россией. Крым останется у России. Зеленский это понимает, и все это понимают. Он был у них давно. Он был у них задолго до того, как появился Трамп. Опять же, это война Обамы. Это война, которой никогда не должно было быть. Я называю ее войной, которой никогда не должно было случиться. Тем временем Рейтер изучил документы и предложения по завершению войны как США, так и Украины, а также Европы. Ключевые пункты обсуждались на переговорах сторон в Париже. Итак, США требуют официального признания Крыма российским и фактического признания оккупации юга и востока Украины. Украина и Европа при этом откладывают обсуждение территорий до заключения перемирия. США обещают надежные гарантии от европейских стран, но без вступления Украины в НАТО. Украина и Европа, в свою очередь, требуют гарантий безопасности с участием США, по аналогии со статьей 5 НАТО о коллективной обороне. А еще США предлагают полностью снять санкции с России в рамках сделки. Украина и Европа настаивают на постепенной отмене санкций и только после прочного мира, а также возможности вернуть ограничения при нарушении условий. И, наконец, США в своем плане упоминают о финансовой компенсации Украине без конкретики. Украина и Европа требуют использовать замороженные российские активы за рубежом. Что думаете о таких предложениях Америки и позиции Украины и Европы? Напишите свое мнение под этим видео. Уже к лету Украина и Россия могут прийти к соглашению о полном прекращении огня. Такой срок озвучил британский премьер Кир Стармер, который фактически в интервью для The Telegraph подтвердил информацию Рейтер о том, с какими пунктами американского плана не согласилась Украина и Европа. Он также заявил, что это не Зеленский виноват в том, что к миру до сих пор не пришли. Россия – агрессор. Не стоит забывать, что Зеленскому в первую неделю конфликта предлагали безопасный выезд из страны. Тогда все думали, что Россия быстро добьется своей цели и захватит Украину. Но он остался, чтобы сражаться и вести свою страну. И делает это уже больше 3 лет с огромным мужеством и стойкостью, так же, как и весь народ Украины. Россия должна сесть за стол переговоров и согласиться на прекращение огня. Накануне, в день переговоров Путина со спецпосланником Трампа Уиткофом, который прилетал в Москву, в Киеве вновь повторили принципы, которые Украина не нарушит. Ви прекрасно знаєте ці 3 принципові позиції, які повторював міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Інші урядовці. Перше, Україна ніколи не визнає жодну частину своєї території як російську. Друге, Україна ніколи не погодиться на будь-яке обмеження своїх збройних сил, сил оборони України, оборонних спроможностей, оборонної промисловості чи військової допомоги від партнерів. І третє, жодна третя країна не має права вето на вибір Україною альянсів та союзів. Оце 3 принципові позиції, яких Україна дотримуется. Отмечу, что 4-я встреча Уиткофа и Путина продлилась 3 часа. В РФ ее прокомментировали достаточно сухо. Признались, представители Вашингтона и Москвы обсуждали в том числе возможность возобновления прямых переговоров РФ и Украины. Напомню, что несколько дней назад Зеленский заявлял, что готов к любому формату переговоров с Россией.
Немецкий план для Украины. В Берлине готовятся к новому канцлеру. Им, вероятно, станет Фридрих Мерц, человек, который обещал Украине дальнобойные ракеты «Таурус», а Путину ультиматум. Кроме того, заявлял, что Киев должен выиграть войну, а Россия проиграть. О том, что идея Трампа навязать так называемый мир Украине ставит будущего канцлера Мерца в положение, которое требует действий, пишет Бильд. И первые его действия станут крупной международной проверкой для будущего канцлера. Мерц понимает, скоро он станет ключевым игроком на международной арене в вопросах, связанных с Украиной. Ведь Германия – второй по величине поставщик оружия в Украину после США. Ему нужно разработать план, детали пока неизвестны. Если США в результате сократят свою поддержку, Германии, возможно, придется поставлять еще больше военной техники, чтобы компенсировать отсутствие американской помощи. Авторы материала уточняют, что соратники и советники Мерца дают понять, следующее правительство Германии, несмотря на давление Трампа, останется на стороне Украины. Непризнанное Приднестровье готовится к мощнейшему землетрясению. Буквально, ровно по такому сценарию. Там провели масштабные учения на случай чрезвычайной ситуации. Протестировали систему оповещения. Жители непризнанной республики получили сообщение о проверке системы. В тексте было следующее. Далее цитата. «Внимание! Проводится проверка системы раннего предупреждения о землетрясениях». А на Молдавском металлургическом заводе спасатели провели спецучения на случай подземных толчков. В непризнанном государстве, где по сей день дислоцируются российские войска, говорят, что для проверки спецслужб выдумали легенду, будто ПМР задело землетрясение магнитудой 5 или 6. Цель учений – отработка слаженных действий персонала Молдавской государственной районной электростанции и сотрудников Главного управления по чрезвычайным ситуациям по ликвидации пожара в экстремальных условиях. Отмечу, что по данным ученых, так называемая ПМР не находится в зоне высокой сейсмической активности. Серьезных сейсмических катастроф в новейшей истории региона не фиксировали. Как считаете, чего вдруг сейчас решили провести учения по такому сценарию? Что скрывают за легендой о землетрясении? Где жить дорого? Таким вопросом задались в Казахстане. Аналитики Energy-Prom КС заявляют, в Казахстане за март этого года овощи и фрукты подорожали на 3% за месяц и практически на 12% за год. Наибольший рост цен также за год зафиксирован в Атыраусской области на 22%, меньше всего в Жетысусской на 7%. При этом цены Казахстана сравнили с ценами других стран. Итак, по данным Numbeo, в Казахстане килограмм яблок стоит $1.20, бананов $1.80, апельсинов $1.90, картофель 50 центов, лук 60, а помидоры практически $2. В то же время самые дешевые яблоки в Молдове и Украине, речь о 80 центах, самые дорогие в России $1.70. Самые дешевые бананы в Украине $1,5, самые дорогие в Таджикистане $2.30. Картофель дешевле всего в Беларуси, Узбекистане и Казахстане по 50 центов. Лук самый дешевый в Украине 30 центов, самый дорогой в Азербайджане и Армении по 70 центов. Самые дешевые помидоры в Таджикистане 80 центов, а самые дорогие в России $3. Друзья, а как много вы оставляете на рынке или в супермаркетах за один поход? Экономите или нет? Напишите в комментариях, на что цены выросли так, что вы отказались от покупки этих продуктов. Лукашенко признал провал. В Беларуси не хватает рабочих рук. Причины, по которым люди, а главное умы республики выезжают за ее пределы, не назвал, но при этом вновь повторил, кем может заменить белорусов. Говорит, если силы не хватает, то в Пакистане ее в избытке. Напомню, в планах Лукашенко перевести в Беларусь как минимум 150 тысяч пакистанцев, которые будут интегрированы в общество. Эти заявления уже вызвали невероятную дискуссию и во многом недовольство внутри страны. Лукашенко дает понять, придется терпеть. Он уже все решил. Естественно, как Европейский Союз, Россия, так и, наверное, нам придется в ближайшем будущем согласиться на то, что у нас будут работать люди с других стран. И прежде всего со стран азиатских. Я могу вам вот по-народному сказать, непопулярно, но если у нас кто-то боится иностранцев, надо работать за троих. Надо работать хотя бы за двоих в Европейском Союзе. И мы в ближайшие 10-15 лет вообще не будем говорить о дефиците трудовых ресурсов. В
США началась война, горячая точка — пригород Майами, и речь вовсе не о боевых действиях. Ветеринары борются с популяцией павлинов. Половине не поздоровится, их лишают возможности размножаться, делая при этом вазэктомию. Местные власти решили стерилизовать самцов из-за нашествия павлинов. Те расплодились до уже невыносимого количества. На данный момент 400 самцов прошли стерилизацию без осложнений. Главная цель, конечно же, предотвратить дальнейшее размножение и, как результат, сократить шум и конфликты, которые возникают из-за птиц. Местным они уж очень сильно надоели. По словам ветеринаров, без стерилизации всего через пару десятков лет городок Пайнкрест мог бы утонуть в море павлинов. Вазэктомия лишь разъединяет яичко с остальной частью репродуктивного тракта. Мы не удаляем яичко, поэтому мы не устраняем вторичные половые признаки. Он сохраняет свою красоту, сохраняет свой хвост, сохраняет свою доминантность. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.